В данной работе будет приведена информация про такое чеченское общество, как Вашандарай. К сожалению, про Вашандарай до наших дней дошло в сохранности не слишком много информации, как и про многие другие чеченские общества. Причиной этому являлись разные войны, разные нашествия захватчиков, в связи чего было утеряно много чеченских типтаров, хроник про то или иное общество. Но, вопреки этим трудностям, мы постараемся сделать сборник про Вашандарай побольше, хватая данные где только можно, собрав сборник из разных источников и в целом приведем интересную информацию. Приведем информацию про сопротивление Вашандарай царским войскам во время Кавказской войны, про связи Вашандарай с акинцеами, Орстхой, аланами, приведем информацию о генетике и не только. Вашандарай – это чеченский тайп, относящийся к чеченскому Тукхуму, Шуотой, Шатой-Цеи. Есть вашандарайские предания, что особо близкая связь Вашандарай-Цеев связана с акинцеами и Орстхой-Цеами. К примеру, научный сайт представителей тайпа Вашандарай сообщает следующее, рассказал Юнус Асмаев из Дуба-Юрта. Родился в селе Вашандарай в 1845 году, прожил больше, чем 125 лет. В далекие времена, до нашествия монголов, как рассказывали наши предки, а им их предки, так как наша история постоянно подвергалась стиранию. Наши предки умудрялись передавать историю из поколения в поколение. Стоял город Сала где-то между нынешними Германчуком и Джалкой. Точное место не сохранилось, жило в нем очень много достойных людей. Со слов моих предков, эти Салы по тем временам собирались в большие военизированные отряды и ходили набегами на север, запад, юг и восток и всегда возвращались оттуда с богатой добычей: скот, табун лошадей, золото и серебро. И когда они каждый раз возвращались обратно, останавливались на каждом встречном селе, вызывали старейшину и спрашивали, есть ли в его селе люди обездоленные, которым нужна помощь, и если такие люди находились, то они им давали кому корову, а кому лошадь и так далее. За честный и справедливый нрав и поведение их люди называли Салой-Элей, а всю оставшуюся добычу они делили между собой по прибытию домой. Люди их уважали за честность, прямолинейность и за добрый нрав. Так жили они до нашествия монголов. Вот тут все кардинально поменялось, но в Чи еще никогда не видели столь многочисленное войско. По коварству монголы перешагнули всех завоевателей. Поток беженцев был очень большой, и все люди, которые жили в низовьях, ушли в горы, например, наши предки, в то время Салой, ушли в Аргунское ущелье, Волчьи ворота, так как это ущелье нас издревле защищало от больших войск врага. Этот враг был очень сильным и многочисленным, и Салой, как все другие тайпы и Тукхумы, отступили в Аргунское ущелье, в надежде, что там переждут, пока монголы не уйдут. Но монголы пробыли в Чечне, по ихним рассказам, около 120 лет. На окраине нынешнего Дуба-Юрта, говорят, в какое-то время стоял даже и сам Тамерлан, хромой Тимур. Когда все нохчи поняли, что монголы остались здесь, на равнине, надолго, то начали осваивать те горные районы, где они остановились. Салой начали осваивать район Улус-Керта. В районе от нынешних Улус-Керта до Дуба-Юрта они основали около 10 сел. Далее во всех направлениях велось отчаянное сопротивление против монгольских захватчиков. Но силы были 1 к 1000, поэтому нохчи договорились между собой, что нужно держать одну оборону и действовать тактикой налет-отход. Таким местом для постоянных набегов они выбрали Аргунское ущелье, Волчьи ворота, так как там Салы и другие, которые с ними отступили в горные районы, вели успешные операции против захватчиков. Аргунское ущелье, Волчьи ворота, сам по себе стратегически удобный театр военных действий. Местным здесь ориентироваться удобно, а для захватчика это встреча пристанище смерти, так как кругом высокие горы, узкие тропы, а внизу бурлящая, как кровь истинного нохчи, река Аргун. Когда со всех гор от Ножа-Юрта до территории современной Ингушетии, кто мог дать отпор врагу, прибыли в район Улус-Керта, то они увидели Салой, которые не растерялись из-за нашествия врага, а жили дружно вместе и делились между собой последним куском вяленого мяса и кукурузной лепешкой. Любую добычу, которую они приносили в свой стан, делили всем поровну между собой. Увидев такую картину щедрости среди общины Салой, люди начали называть этих «Вашин-дарой», что можно перевести как «дарующий брату» или «братство». Так и осталось это имя со временем у нас. Так объясняли старики. Раньше были Салой, а после монголов и Тамерлана
Потихоньку люди назвали нас Вашиндарой. И с течением многих веков произношение этого слова упрощали, произнося Вашдарой, а затем и Ваштарой. Источник – сайт Вашандарой Тайпан сайт. Публикация – Салай Элей, Юнус Асмаев. Салай – это известный в Чечне исторический чеченский тайп, входящий в Ауховский Тукхум Айккии. Это те же самые акинцы ауховцей, если они могли быть предками Вашандарой Цеев, как информирует научный сайт тайпа Вашандарой, то, несомненно, можно говорить уверенно, что Вашандарой Цей имеют с акинцеями большие связи. А там же и с орстхайцеями, ведь акинцы и орстхайцеи – это очень близкие общества, это известно в Чечне. Поэтому не нужно даже сомневаться, Вашандарой, акинцы, орстхай – это близкие общества. Между тем надо отметить, есть и обратная версия в вашандаройских преданиях, что сами Салай – это выходцы из общества Вашандарой, что самая первая миграция Салай произошла из общества Вашандарой в исторический чеченский Ауховский район. Об этом говорил и чеченский историк Амин Тисаев в своем видеотруде. Источник – YouTube, Амин Тисаев, видео, чеченцы Ауха и присулакских обществ. Возможно, первично Салай вышли от общества Вашандарой, а потом часть их могла возвращаться. Но это было так давно, что это частично забылось в обществе Вашандарой, просто из-за утраты преданий в памяти, как это часто бывает, поэтому какая-то часть Вашандарой Цеев помнит про происхождение от Салай, а другая часть говорит, что сами Салай изначально вышли от них. Что бы там ни было, вашандаройские предания о том, что Вашандарой, акинцы, орстхай очень близки, это подтвердилось генетически, к этой интересной информации мы еще вернемся. Приведем теперь научно-исторический источник про боевую борьбу Вашандарой Цеев во время нашествия царских войск. Этот источник будет также дополнен известными в Чечне вашандаройскими преданиями и не только. Николай Антонович Волконский, русский офицер и военный историк, пишет в книге своей следующее: 5 февраля следовало порешить с остальными аулами, Улус-Керты, там жили Вашандара и Цеи, аул сохранен, Измаил-Юртом, там жили Вашандара и Цеи, аул уничтожен полностью во время Кавказской войны, Дутеном, там жили Вашандара и Цеи, аул уничтожен полностью во время Кавказской войны. Это были аулы обширные, видимо богатые и более или менее, конечно, сравнительно или относительно, хорошо отстроенные. В указанный день к этим аулам двинулись две колонны, правая под начальством генерал-майора Кимпферта в составе 6 батальонов пехоты, 2 дивизионов драгун, 3,5 сотен казаков, 12 орудий разного рода и калибра и милиции. Эта колонна, переправившись вброд через Шару-Аргун, двинулась на аулы с фронта. Левая же, под командой генерал-майора Рудановского, в составе 5 батальонов пехоты, 4 орудий и полсотни казаков, пошла правым берегом реки с намерением отрезать отступление неприятеля. Более выгодным для горцев, по местному положению, был аул Улус-Керты. Вследствие этого они оставили нам без боя Дутен и Измаил-Юрт и сосредоточились в первом ауле, открыв по передовым войскам колонны генерала Кимпферта беглый ружейный огонь. Им отвечали картечью, но, невзирая на это, упрямые тавлинцы, горцы, продолжали держаться стойко. Признав совершенно лишним состязаться с горцами в бесполезной стрельбе и вследствие этого прекратив орудийную пальбу, генерал Кимпферт приказал первому батальону Навагинского полка взять аул штурмом. Дело было нелегкое, потому что Улус-Керты был разбросан на небольших и лесистых холмах, окружен разными балками, наполненными снегом выше пояса и по положению своих скал представлял отличную перекрестную оборону. Барабан коротко пробил сигнал наступления, и роты одна за другою почти в рассыпную бросились вправо и влево, как будто спешили на званый обед, куда опоздать было неловко. Сколько мне не случалось следить во время наших штурмов за действиями неприятеля, всегда я убеждался, что он выжидал первого удара и давал первый отпор для того, чтобы ближе, так сказать, смотреться в штурмующую колонну, то есть видеть, какой полк штурмует данное место. Кавказский или русский, если кавказский, то какие это кавказцы, навагинцы или куринцы или под каким влиянием, в каком настроении, при каких условиях местности происходит штурм, какие офицеры идут во главе штурмовой колонны и так далее. И если все или некоторые обстоятельства служили в пользу горцев, они дрались молодцами, уступая лишь шаг за шагом, но если, по их мнению, дело было дрянь, они после первого отпора благоразумно ретировались.
Так было и теперь. Горцы увидели, что на них летят их старые знакомые, кавказцы, для которых балки, овраги, снег, все пустяки, и летят они соколом. Нечего делать. Прекратив стрельбу, тавлинцы, не ожидая ни ободрений, ни особых приказаний своего сонного военачальника, бросили Улус-Керты. Автор, конечно, как видно, явно рад был, когда непокорные воины отступали. Но что им было делать? В преданиях на всем Кавказе известно, что в то время вооружение царских войск было лучше, чем у противостоящих им горцев. Ко всему, да и самих царских войск было больше, чем непокорных. К тому же вдобавок еще оказались кавказцы, перешедшие на сторону врага. Далее автор пишет: отступление их было так быстро, что генерал-майор Рудановский не успел им его отрезать. Ускользнуть же вполне от Рудановского было невозможно, потому что черное войско почти нарезалось на нашу левую колонну. При этом быстром движении отступавшего неприятеля Рудановский посторонился несколько вправо, занял высоты Шамберды и почти сквозь строй пропустил мимо себя воинов имама. Они не бежали молча, пальба с их стороны гремела неумолкаемо до тех пор, пока едва мелькали вдали их черные бурки, и когда артиллерийский огонь на дальнюю дистанцию заменил собою наши ружейные выстрелы. Удирая кто во что горазд, горцы на лету подхватывали своих раненых и убитых. Наконец стало тихо, и генерал Евдокимов, проезжая среди пылавших саклей Улус-Керты, представьте себе, даже улыбнулся. В течение всего времени со дня окончательного взятия Аргунского ущелья, значит 17 января до 5 февраля включительно, потери наши были невелики, убито 5 нижних чинов, ранены 1 офицер и 27 нижних чинов, включая сюда казаков и милиционеров, да кроме того ранены 2 или 3 артиллерийские лошади. Итак, главная местность по Шару-Аргуну была в наших руках, открывая нам беспрепятственное движение вглубь Черных гор, покрытых заповедным и непроходимым лесом. Спустя несколько дней командование колонной генерал-майора Рудановского верено было полковнику Алтухову, хотя горцы, как нам было известно, удалились в ущелье реки Баса и несколько дней оставались там в бездействии, но подкрепленные Шамилем, который им наслал несколько своих наибов, отдохнув от последнего поражения, опять начали нас беспокоить. Атаковать с наибами Шамиля Измаил-Юрт, занятый царскими войсками. Ввиду этого полковнику Алтухову приказано было продвинуться к занятому царскими войсками на тот момент Измаил-Юрту, чтобы прикрыть собою отряд. Откуда ни возьмись, явилась половина отряда Казимагомы, видимо там были чеченцы Вашандара и подмога Шамиля, заняв высоты, окружавшие Измаил-Юрт. Но это, конечно, не помешало наступавшей колонне Алтухова. 2 стрелковые роты в полчаса сбили неприятеля со всех пунктов, без всякого для себя урона, и затем колонна расположилась у Измаил-Юрта. До конца февраля мы стояли на своих местах довольно спокойно, без особенных тревог, спали, ели и пили исправно. Генерал Евдокимов признал необходимым проложить себе путь из Аргунского ущелья в тыл Большой Чечни. Каким-то образом он осведомился, что одна из крайних и весьма важных высот Черногории, именуемая Даргиндук, одна из родовых гор Вашандар и Цеев, как раз примыкает к ущельям Большой Чечни с той стороны, которая для него служила разрешением предвзятой им задачи. Там вдали перед нами восстает Даргиндук, глазам видно, да ногам обидно, поговаривают солдаты, и восстает перед нами этот гигант 6000 футов роста, с ног до головы покрытый столетними чинарами. По узкой тропе, хватаясь за поваленные деревья, арьергард начал взбираться на крутизну. Близость ночлега, казалось, должна бы была придать силы и людям, и лошадям, но, увы, сил-то и не было более. Горцы спохватились только тогда, когда первый эшелон занял Даргиндук. Те из них, которые в состоянии были подоспеть к месту следования отряда, обрушились на арьергард, и этим объясняется та перестрелка, где пришлось употребить в дело орудие, стоившее нам, впрочем, 1 раненого рядового. Отбитые от арьергарда, они рассеялись по окрестным хуторам. В это время они случайно наткнулись на командующего войсками, который атаковал их так быстро, что они, обратившись в полнейшее бегство, не успели даже захватить имущество, оставшееся в хуторах. При этой атаке был ранен 1 милиционер и 1 лошадь. Когда арьергард отряда прибыл к Даргиндуку, он остановился на нижнем уступе горы, потому что в дальнейшем восхождении и надобности не было, да и вполне невозможным уж оно представлялось. Ноги отказывались служить, существо человека как бы более не существовало.
Когда стремления и цели генерала Евдокимова по отношению к Даргин-Дуку были удовлетворены, он возымел намерение свое отступление с Даргин-Дука завершить разорением ближайших аулов, еще доселе нетронутых, по течению речки Вашиндара и реки Чанты-Аргуна. 29 марта, верив колонну из 4 батальонов пехоты и 2 горных орудий командиру Тенгинского полка полковнику Баженову, командующий войсками приказал ему разгромить и уничтожить расположенные по течению указанных выше рек аулы Шари-Хатай, Шерохате, там жили Вашандара и Цеи. Аул уничтожен полностью во время Кавказской войны, и Вашин-Дарой, там жили Вашандара и Цеи, аул уничтожен полностью во время Кавказской войны. Тут было последнее убежище местных жителей, и они вовсе не намерены были уступить его без боя. Едва только колонна подошла к первому из этих аулов, как ее встретил беглый ружейный огонь нескольких сот винтовок. Обстреляв наскоро аул картечью и видя, что горцы не покидают саклей, которые их все-таки защищали от выстрелов, полковник Баженов приказал ударить в наступление. Так как местность была относительно открытая, один из батальонов в сомкнутом строе беглым шагом кинулся в аул. Горцы оставили сакли, но, оставляя их, пользовались каждым прикрытием, чтобы нанести нам хоть какой-нибудь вред. Наконец, сила сломила солому, аул очищен и запылал со всех сторон. Та же участь спустя несколько часов постигла и аула Вашин-Дарой. До 29 марта во всех делах и перестрелках на Даргин-Дуке у нас было 2 убитых, 11 раненых рядовых и 1 раненый милиционер. 29 же марта выбыло из строя 1 раненый офицер, 3 убитых и 9 раненых нижних чинов. Потеря весьма значительная в течение одних суток и при взятии лишь 2 аулов. Из нее усматривается, что горцы дрались решительно. Их потеря, к сожалению, осталась для нас неизвестную, да и мало кто заботился о ней. Источник, книга Н. Волконский, 1858 год в Чечне. Книгу также можно найти в издании «Кавказский сборник», издаваемый по указанию его императорского высочества главнокомандующего Кавказской армией, с уникальными свидетельствами о долгой Кавказской войне. Напишите в поиске «Кавказский сборник», том 3, Тифлис, 1879 год. Книга Н. Волконский, 1858 год в Чечне. Страница 418. Научный сайт Тайпа Вашандарой также сообщает, в конце января 1858 года был уничтожен чеченский аул Дачу-Барзой, основателями и жителями которого являются представители Тайпа Ваштары, Вашандарой. Вместе с самим селом были уничтожены и стоявшие на страже этого одного из крупнейших и богатейших чеченских аулов башни. В течение более чем полугода боев за Аргунское ущелье были сожжены и уничтожены многочисленные аулы и хутора Ваштара и Варандой. Каток огромной армии Российской империи прошелся теперь в свою очередь и по их селениям. Источник Вашандарой Тайпан сайт. Публикация «Возрождение истории». С. Демилханов. Дачу-Барзой сегодня восстановлен. Вот так, как можно видеть, Вашандар и Цей сражались с неприятелем, с царскими войсками. Эти перестрелки и боевые действия были ожесточенной борьбой Вашандароев-Цеев. Потери несли обе стороны, Вашандар и Цей вели боевые действия за независимость. На стороне царских войск были к тому же, как видно, некоторые кавказцы, которые перешли на сторону врага, усилив эти испытания. Сложно сказать, почему они так поступили, но, конечно, это предательство сыграло на руку царизму. Кстати, известен в кавказских преданиях и другой интересный факт, кардинально другой, про некоторых славянских беженцев, переходивших на сторону горцев. Военный историк Иоганн Бларамберг, описывая в своей книге чеченские племена в целом, пишет и про Шатой-Цеев, то есть Тукхум-Шатой, куда входит известный его Тайп Вашандарой. Поскольку Вашандарой это все тоже касается, то приведем эти описания. Военный историк Иоганн Бларамберг пишет: независимые чеченцы занимают долины, вплоть до высоких сланцевых гор. Народонаселение чеченцев составляет приблизительно 86 тысяч душ, которые могут выставить от 9 до 10 тысяч вооруженных пехотинцев. Чеченцы высокогорья занимают северные склоны сланцевых гор Кавказа. Они делятся на несколько племен, главные из которых Ичкерин-Цеи, Чебуртли-Цеи, Шатой-Цеи, Пшихой-Цеи, Нашхой-Цеи. Шатой-Цеи занимают высокогорные долины Кавказа и оба рукава Верхнего Аргуна. Занимаясь разбоем, чеченцы выработали определенное правило. Они стараются разузнать о благосостоянии каждой семьи казаков,
живущих на линии. Поэтому, захватив пленника, они назначают сумму выкупа в соответствии с достатком семьи, к которой он принадлежит. Кроме выкупа, они заставляют заплатить и за пищу в тот промежуток времени, который узник был в горах, и за крышу над головой, и даже за цепи, которые он носил. Если один из этих несчастных был выкран несколькими чеченцами, то они делят сумму выкупа на равные части. Кормят они его по очереди все это время, что он находится в горах, или же поручают одному из них заботиться об узнике, а потом выдают ему вознаграждение за это. Тем не менее, не все их нападения удаются, как раньше, благодаря бдительности казаков с линии, особенно гребенских, которые бывают в курсе всех чеченских уловок во время их разбойничьих нападений. У чеченцев нет более князей, потому что в различное время они их постепенно искоренили. Управляются они по старинке, в соответствии с обычаями и некоторыми религиозными предписаниями. Они равноправные, предпочтение оказывают лишь тем, кто преуспел в набегах на соседей. Законы куначества и гостеприимства у этого народа соблюдаются строже, чем у других горцев. Кунак не позволит оскорбить своего друга на протяжении всего того времени, что он находится под его покровительством, и если он живет у него, то защищает его от грозящей опасности даже ценой собственной жизни. Чеченцы – хорошие стрелки и имеют хорошее оружие. Они сражаются пешими. Их храбрость доходит до исступления. Они никогда не сдаются в плен, даже если один из них остается против 20. Тот, кого захватили врасплох по случайности или по недосмотру, покрывается позором, так же как и его семья. Никакая чеченская девушка не выйдет замуж за юношу, который не принимал участие в набегах или который показал себя трусом в каком-либо бою. Воспитание, образ жизни и внутреннее управление у чеченцев такие, каковыми они и должны быть у отчаянных людей. Рассматривая эти воинственные республики в политическом отношении, во взаимоотношениях их с соседями, можно заключить, что наподобие других республик Кавказа, этот народ сохраняет дружеские связи и добрососедские отношения лишь с некоторыми пограничными племенами, чтобы иметь поддержку в случае необходимости. Но чеченцы отличаются от других полным отсутствием прозорливости, что и погубит их рано или поздно. Их соседи кабардинцы, ингуши, кумыки, лезгины считают их наиболее непримиримыми и лютыми врагами, так как этот народ до такой степени озлоблен, что не щадит никого и не думает о будущем. Источник – книга Яган Бларамберг. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа. Как уже было объяснено, вашандарайские предания известны про близкое родство с акинцеами и орстхайцеами. Научный сайт представителей тайпа Вашандарай, другое известное в Чечне название тайпа также Вашандарой, Важдарой, Ваштарой, Ваштархой, также опубликовал научную статью, где написано следующее: многие представители нашего тайпа Ваштарой слышали от стариков о родстве Ваштарой с акинцеами, а некоторые – с Орстхой. Генетические исследования, проведенные Техасской лабораторией FCDNA, показали мое генетическое родство с Акинцеем 400 лет и Орстхайцеем 600 лет назад. Это означает, что еще в 15-17 веках у Акинцеев, Орстхай, Ваштарой были общие предки. Смотрите источник о родстве Ваштарой с Акинцеами и Орстхай. Это подтвердил на своем YouTube-канале и руководитель чеченского ДНК-проекта Chechen Nauvchi DNA Project чеченский ученый Пахрудин Арсанов. Он объяснил, что, к примеру, большинство братских генетических ветвей Тукхума, Орстхай, если говорить про орстхойские тайпы, Мержей, Сеечей, имеют родство с Ваштарой, объяснил Арсанов. Источник – YouTube-канал Пахрудин Арсанов. Видео – первый эфир в Инстаграме. Как видно, вашандарайские предания о родстве с акинцеами и орстхайцеами подтверждаются и генетическими данными. Интересно и то, что по чеченскому ДНК-проекту Chechen Nauvchi DNA Project видно, что, например, у тайпа Вашандарай, помимо считаемой некоторыми людьми исконно нахской гаплогруппы J2, также встречаются представители гаплогрупп и L3 и G2. Вашандарайские L3 – это такие фамилии, как Ибаев, Шойпов, Дашаев, Байгиров, Амаев, Абдулхамидов и другие. Вашандарайские G2 – это такие фамилии, как Шахгирев, Мутушов, Тайсумов, Дибаев, Габаев, Исраилов, Дакаев, Сардалов, Исаев, Тисаев, Гайтукаев, Сулейманов и другие. Касаемо в целом гаплогрупп L3 и G2,
По чеченскому ДНК-проекту Чечен-Наухче DNA Project видно, у других чеченцев есть также носители этих гаплогрупп, к примеру касаемо L3, есть, например, носители L3, Акинцы, Ларсанов, Маматиев, Дасаев, Ильясов. Касаемо G2 есть, например, носитель G2, представитель Тукхума, Орстхай, Тайпа Цеечи, Юсупов. Есть, например, носитель G2, представитель Тукхума, Нахчмахкахай, Тайпа Сеантарой, Махамад. Есть, например, носители G2, представители Акинского общества, Акинцы, Гайрабеков, Бикмурзаев, Кантаев. Помимо прочего, касаемо фамилии Бикмурзаев, чеченский ученый Хусейн Чакаев, сотрудник чеченского ДНК-проекта Чечен-Наухче DNA Project, объяснил на Фейсбуке, что Бикмурзаев коренной акинице, представляющий горно-акинский тайп, род, Лам-Айккий, мало того, Бикмурзаев прямой потомок Вакхалапулы, исторического персонажа и одного из основателей Акинского общества в Горной Чечне Галанчожского района. Эту информацию от Чакаева также опубликовали на Чеченском научном форуме. Смотрите источник. Громос, Чеченская республика, чеченцы, Тейпы, Айккий, Дарьяльское ущелье, принадлежало чеченцам Дударовым. Вокхалпула считается в акинских преданиях одним из главных предков акинцеев. Особенно популярны предания о нем среди акинцеев горных, то есть представляющих тайп, род, Лам-Айккий. В данной ситуации некоторым псевдоисторикам, которые считают только гаплогруппу J2 исконно нахской и уникальной, хочется привести один научный источник. Это статья, интервью Пахрудина Арсанова, руководитель чеченского ДНК-проекта. Чеченский ученый Пахрудин Арсанов объясняет: главное, люди должны понять, что гаплогруппа сама по себе не определяет национальность. Такие же гаплогруппы есть у многих народов в мире. Национальность возможно определить только узнав ветку, субклад, внутри каждой гаплогруппы. Гаплогруппы L3, Q и соответственно чеченские ветки в них очень давно участвуют в этногенезе и формировании чеченского народа, так же как и J1, J2, G2 и так далее. И соответственно части этих гаплогрупп, оказавшиеся в какой-то исторический период на определенной территории в определенное время, создали общность под названием чеченский народ. Так это у всех народов мира. В этом ни один народ не уникален, это аксиома. Часто слышим, что гаплогруппа J2 исконно нахская. Даже сложилось мнение, что носители других гаплогрупп пришлый элемент, нарушивший царившую идиллию чистокровия. Это, конечно же, больное воображение больных людей. Ну давайте тогда объявим J2 чувашей, башкир, татар, армян, грузин, азербайджанцев, итальянцев, курдов, арабов, евреев и так далее тоже на хами. Это же абсурд. Источник: статья, интервью Пахрудина Арсанова о чеченском проекте ДНК. Чтоб вы понимали, речь идет о том, что главное это не гаплогруппы, а ветви в них, субклады. Смотреть нужно именно ДНК-ветви. То есть, к примеру, на Кавказе, предок чеченского происхождения может быть и у L3, и у G2, и у J2, потому что в них очень давно уже повально чеченские обособленные ветви. Эти гаплогруппы и чеченские ветви в них очень давно участвуют в этногенезе и формировании чеченского народа. Кстати, в одной научной статье приводят одну из версий первого обитания гаплогруппы G. Там пишут следующее: гаплогруппа G, вероятно, образовалась вблизи Кавказских гор, где она имеет наибольший процент современной концентрации и разнообразия. Ее члены рассеялись в Центральной Азии, Европе и на Ближнем Востоке во время наступления неолита. Источник: статья «Гаплогруппа G у ДНК человека» на сайте Игоря Гаршина. Глава «Распространение гаплогруппы G у ДНК». Таким образом, если следовать этой информации, можно допустить, что первично гаплогруппа G зародилась на Кавказе, и она также является коренной автохтонной. В последнее вообще время, почему-то, исследователи истории, на разных форумах, часто обсуждают лишь гаплогруппу J2. Вообще, на наш взгляд, не совсем корректно, что в основном касаемо генетики исследователи часто уделяют внимание лишь гаплогруппе J2, а другие вообще редко упоминаются. Ведь другие гаплогруппы тоже участвовали с древности в формировании чеченцев. Ведь выходит не только J2 титульная, авторитетная, так сказать, ровно такие же важные и имеющие важное значение и другие гаплогруппы,
которые ровно так же участвовали в зарождении и формировании чеченского этноса с древности. У многих чеченцев есть другие гаплогруппы, и это совсем не говорит о том, что они хуже тех, у кого J2. Более чем интересно, что коренной горец Акинице Бекмурзаев, потомок Вокхала-Пулы, носитель G2. Вокхал-Пула в преданиях Акинцеев считается одним из предков акинского общества. Особо он известен в преданиях горных Акинцеев. Быть может, кстати, Вашандарой, которые носители G2, связаны как раз с этим родом Вокхала-Пулы, ведь предание Вашандарой Цеев, как уже было объяснено, четко помнит о родстве с Акинцеами и Орстхайцеами. Давайте рассмотрим часть истории об этом одном из легендарных предков Акинцеев, вернее, правильнее будет сказать, его непростой, воинственной истории. Чеченский историк З. Атисаев в своей статье пишет: Юше Товбулатов спрашивает: Хусейн, слушая рассказы про Акинцеев от других, а также от вас самих, Акинцеев, часто упоминается вождь Вокхалан-Пулат, которого в тех же рассказах встречаешь по нескольку раз в разных временных эпохах. Чем это объяснить? Х.М. Эль-Мурзаев, Вокхалан-Пулат означает вождь, статус вождя, его избирали и даже передавали по наследству, если потомки оправдывали доверие. Эти люди проходили жесткий отбор, у нашего народа не было князей и рабов, как я слышал от старших. Вокха означает не только старый, древний, но и главный, а Элла, Алла, не означает вовсе, что он был князь в нашем понимании, это был уважаемый человек, выделявшийся своим талантом управления, знанием военного дела, дипломатией, умением улаживать спорные вопросы и принимать необходимые решения. В труде и на войне он должен был быть впереди. Проигравшие принимали условия выигравшей стороны. Два пеших воина сразились друг с другом. Очень ловким движением воин из Терлоя сбил с ног Акинцеа, он упал и потерял шлем. Терлоевцеу оставалось только добить воина. Но Терлоевице снял с себя боевой шлем и распустил волосы. Это была женщина, мать Бирик-Бичи, дочь вождя Чантийцеев, воина Итана. Не ожидавшие такого акинцы дрогнули. Как условились, заплатив целый мешок золота и представ перед судьями Мехкхела, акинцы удалились из Терлоя. На следующий день терлоевцы прислали голодающим акинцеам еду, тем самым терлоевцы показали свой высокий этикет и достойный пример не только мужества, но и благородства. С того дня между обществом Аки и Терлой ни разу не было вражды. Женщины нашего народа были воительницами и матерями, воспитывавшими воинов. Говорят, этот случай, как женщина Ламра-горянка, победила Акинцеа, был записан в Типтаре, в хронике Вокхала. Типтар пропал во время высылки. Юше Товбулатов, а как стал ваш предок Вокхалан-Пулат вождем общества, что рассказывали ваши старшие об этом? Х.М. Эль-Мурзаев, когда он вернулся в Чечню, он жил в неприступной башне Ваки. Во главе своей дружины он делал набеги. Вокхал потерял к старости многих близких и всех воинов. Он решил жениться на дочери вождя аула Вауги. Тот ему отказал, сказав, что ему не нужен человек, который потерял свои земли и занимается набегами. Вождь Вауги был недоволен. Вокхал совершил однажды набег на Вауги, но, потеряв много людей, ушел. Затем в одном из набегов он украл дочь вождя Вауги с целью женитьбы. Вождь Вауги объявил ему кровную месть. Несколько лет Пулат делал набеги на Вауги и окрестные селения, а те делали набеги в отместку. Эта вражда надоела людям, тогда старшие обратились к терлоевцеам, нашхоевцеам и чантийцеам, чтобы они, как третья сторона, примирили враждующие роды Ваки. Но вождь Вауги категорически не хотел идти на уступки. Вауга было главным поселением Аки. Сыновья вождя Вауги погибли. Однажды в Вауге проходил турнир. В этом турнире победил Вокхал, метнув дальше всех стрелу. Приглашенные старейшины Чантий, Нашхо и Терлой примирили враждующие стороны, и вождь Вауги вынужден был прислушаться к мнению старейшин, но условием вождя было, чтобы Вокхал-Пулат пришел к нему и тот изобьет его. Пулат принял эти условия и для примирения дал себя избить палкой. С тех пор Вокхалан-Пула стал возглавлять набеги со всей Аки. Земли Аки стали пустеть, люди умирали от ран и голода. Вокхалан-Пула решил объединить силы с родом Акхберга-Шовхола. Сваты попросили дочь Вокхала для Медхана. Акхберг со своими людьми и дружиной заселили Кей, до этого он жил в Геличу.
Вакхалан Пулат пытался закрепиться в Дарьеле, но местное население и грузины вытесняли его. Он потерял много людей и единственного брата. Затем много раз Вакхалан Пула пытался вернуть земли, где сейчас стоят села Гехи, Валерик, Ачхой-Мартан. На беги делали акинцы Дудар и Лорс. Юше. Тов Булатов, о каком Дударе идет речь? Это исторический Алдар Дудар, Х.М. Эль-Мурзаев, да, тот самый. Его род и дружина переселились из Аки в Дарьял, когда-то наши предки контролировали часть Дарьяла, Кассирское ущелье, Ирон и Санибу, по всей видимости, речь идет о сфере влияния Дударовых. Насколько это правда, я не могу точно сказать, но люди рассказывали, когда я был еще мальчиком. Дудар был очень богатым человеком, и воины его были хорошо обучены, вооружены и преданы ему. Он нападал на жестоких князей, распускал их людей, забирал богатство, оставляя им часть, тем самым показывая уважение к врагам. В каждом обществе, которое враждовало с чеченцами, он делал набеги и возводил башни, чтобы укрыться в случае внезапного нападения. Его путь из Аки в Дарьял был нелегким. Родовая башня Дударовых находилась в ауле Ткиста-Ткииста. Это были очень мужественные люди. Вакхалан Пулат, Дудар и Акберг спасли людей Яки от взаимного истребления и сумели укрепить свое общество, наладить дружеские отношения с соседними обществами, выдержали голод и оттеснили пришлых князей. Они боролись за свой народ, как и все новчий, чтобы не прослыть, что акинцы страдали от голодной смерти. Наши предки делали по нескольку набегов на врагов, занявших наши земли. Одни нападали на воинов, другие отбивали скот и лошадей. У людей были деньги и золото, но не хватало еды, не хватало прокорма лошадям. Представьте себе, что чеченец, чтобы выжить, должен был зарезать свою лошадь. Лошадь для чеченца была всем. Источник, статья Тесаев З. о области Акайтерлой в материалах Ю.Ш. Товбулатова. Конец XIV, начало XVI века. Вот такой был знаменитый воинственный Вакхал Пула. Вакхалан Пулат, легендарный в акинских преданиях один из предков акинцеев, один из предков, давший начало обществу акинцеев. О акинцеев, конечно, в преданиях известны и другие предки. Вакхалан Пулат, конечно, был разбойным и своенравным, повидал и прошел он многое, не обошлось, как видно, и без внутренних междоусобиц в акинском обществе. Из-за постоянных кровавых разборок он потерял многих своих воинов, в том числе и многих своих близких, однако в дальнейшем он, объединившись с дружиной Дудара и Акберда, стал вместе с ними, со своими их воинами, делать набеги ради акинского населения, спасая акинское население от голода, а также они вместе воевали с пришлыми князьями, которые в итоге ретировались, покинули акинские земли. Как уже было объяснено, Бекмурзаев в чеченском ДНК-проекте прямой потомок Вакхала Пулы, его гаплогруппа G2, там же в чеченском ДНК-проекте многие фамилии Вашандарой носителей G2 и L3 и G2, вероятно, Вашандарой C и G2 как раз связаны с акинским родом Вакхала Пулы, ведь как уже было объяснено, вашандарайские предания твердо помнят о родстве с акинцеами. Вероятнее всего также, что с акинцеами других гаплогрупп связаны Вашандарой C и других гаплогрупп, а также и не только с акинцеами. Посмотрим ДНК-проект снова. К примеру, в чеченском ДНК-проекте Вашандарой L3 это Ибаев, Шойпов, Дашаев, Байгиров, Цеамаев, Абдулхамидов, акинцы L3 это Ларсанов, Маматиев, Дасаев, Ильясов. Вашандарой J2 это Дудаев, Атабаев, Джирханов, Вацаев, Гончаев, Арсаханов. Акинцы J2 это Умаров, Батукаев, а также J2 Тукхум Орстхей, Тайп Цеечий, Башаев, Башаев. Вашандарой Цей G2 это Шахгирев, Мутушов, Тайсумов, Дибаев, Габаев, Исраилов, Дакаев, Сардалов, Исаев, Тисаев, Гайтукаев, Сулейманов. Акинцы G2 это Гайрабеков, прямой потомок Вакхала Пулы, Бекмурзаев, Кантаев, а также G2, представитель Тукхума, Орстхей, Тайпа Цеечий, Юсупов и G2 из Тукхума Нахчмахках и Тайпа Це Антарой, Махамад. Остальное, конечно, по генетическим ветвям уже уточнят ученые генетики. В целом лично у нас про родственные связи этих гаплогрупп в данной ситуации нет сомнений. Вообще Вашандарой, акинцы, Орстхей, если заметить, схожи даже характерами.
К примеру, чеченский историк Сулейманов пишет в своей книге «Укрепления и военные поселения» Зазаргане Улус-Керт, где проживали воинственные вашандары и цеи. Источник — книга Сулейманов. Топонимия Чечни. Нальчик, издательский центр Эльфа, 1997 год. Глава «Микротопонимия Халкиила». Поселение Зазарга на сегодня не сохранилось, по вашандароевским преданиям уничтожено было во время Кавказской войны. Про воинственный характер Акинцеев, горных, чеченский историк Лича Ильясов в своей книге пишет следующее: Аки – горная часть Чечни, граничащая на юге с Кей, на востоке с Нашхом, на западе с Елхарой, на севере с районами чеченского общества Орстхой. Когда-то область была густо заселена. Руины башенных селений Зингали, Бицеи, Керити, Воуги, Ами и Тиркале до сих пор напоминают о суровом прошлом этих гор. Основным занятием жителей Аки являлось скотоводство и земледелие. Кроме того, они славились как прекрасные охотники и воины. Акинцы приняли активное участие в Кавказской войне в отрядах имама Шамиля. Многие укрепленные селения осаждались царскими войсками, многие башенные строения были разрушены во время штурма и обстрела из артиллерийских орудий. Иванов, посетивший Аки в начале прошлого столетия, писал об этом: на возвышенных площадках разбросаны каменные сакли нескольких отселков старшинства. Они группируются в большинстве случаев вокруг старинных башен, которыми вообще богата эта местность, служившая в отдаленном прошлом ареной бесконечных расприй и междоусобиц. А в ближайшую эпоху борьбы Шамиля с русскими войсками. Об этих последних событиях среди населения сохранились еще свежие воспоминания, рассказывают о том, как брались русскими крепкие башни, как гремели пушечные выстрелы и артиллерийские снаряды разбивали твердыни горцев. Источник — книга Лича Ильясов «Тени вечности». Этот отрывок из этой книги также можно найти в чеченском журнале. Напишите в поиске «Журнал Чеченское общество сегодня». 2008 год. Выпуск 17. Глава Лича Ильясов. Исторические области Чечни. Про воинственный характер Акинцеев, Ауховцеев, чеченский историк Адил Султанов и русский историк Ю.Г. Кальчук в своей статье пишут: первоначально контакты Акинцеев, Ауховцеев с русскими развивались мирно, о чем свидетельствует союзный договор 1588 года. Однако достаточно скоро характер отношений стал меняться. На наш взгляд, это было обусловлено двумя факторами. Акинцы, Ауховцеи продолжали жить, сохраняя формы общинной социальной организации. Их общественный строй казался набирающей мощь государственной машине России примитивным, не заслуживающим внимания в процессе принятия каких-то серьезных решений. Но, наталкиваясь на неожиданное сопротивление, российские власти проводили карательные акции. В 1785-1791 годах пастух Мансур Шурма, став имамом, объединил горцев и возглавил их борьбу против царских войск. К нему присоединились акинцы, ауховцеи, которые выдвинули также и своих собственных лидеров. Подавление этого движения привело к массовому истреблению акинского, ауховского населения и насаждению колониальной администрации в равнинных районах. Однако это было лишь прелюдией Большой Кавказской войны, развернувшейся в 20-50-х годах XIX века. Поскольку российское правительство не хотело соглашаться на существование здесь каких-либо форм государственности отдельных народов, борьба сразу приняла бескомпромиссный характер. Для всех частей чеченского этноса Кавказская война по своей сути являлась национально-освободительной. Ожесточенные военные действия поставили акинское, ауховское население на грань физического уничтожения. Люди не только гибли, но и тысячами бежали из родных мест в Турцию, Сирию, Иорданию. Источник – статья «Чеченцы-акинцы, ауховцеи и их гражданские формирования». Ю.Г. Кальчук. Адил Султанов. Про воинственный характер акинцеев, ауховцеев, Головин Евгений Александрович, генерал русской императорской армии, в своем сочинении «Дневнике» пишет: истребление всех аулов в земле ауховцеев принесло немалую пользу.
отнятием у Шамиля части вооруженной его силой, удалением от крепости, внезапно и весьма опасного соседства с непокорными обществами. В богатых ауховских аулах производились, обыкновенно, сборы хищнических партий ичкеренцеев и даже андийцев и гумбетовцеев, и крепость внезапная с деревню Андреевую беспрерывно была тревожима их набегами. С обеселением же ауховского общества набеги эти прекратились совершенно. Источник, дневник, Головин Е.А. Очерк положения военных дел на Кавказе, глава, действия 1841 года. Кавказский сборник, том 2, 1877 год. Про воинственный характер Орсхайцеев Карабулаков даргинский историк Уздият Башировна Далгат в своей книге пишет следующее: по другому чеченскому преданию, некий Акинеце по имени Арштхоа, выселившись из своего общества горного Акинского общества и спустившись своим родом в Бамутское ущелье, основался у источников, называемых черными ключами по-кумыкски Карабулак. От населения, основанного здесь Арштхоа, образовалось особое общество, называвшее себя Арштхой. Существовали раздоры не только между фамилиями, но и между родами. Акинцеи, от которых, по преданиям, произошли Арштхойцеи, Карабулаки, считались самым воинственным, непокорным народом. Вражда обществ и фамилий запечатлялась и в эпосе чеченцев и ингушей, где набеги и межродовые раздоры занимают определенное место. По некоторым историческим сведениям, Арстахой-Карабулаки в период межродовых и межфамильных раздоров были наиболее воинственным и непокорным обществом, которое устрашало и подавляло слабые фамилии и роды, выселявшиеся с гор на плоскость. В те далекие времена Орстхай-Карабулаки активно участвовали в поимке пленников и продаже их в Дагестане, в селении Эндере, бывшем на Северном Кавказе центром работорговли. Учитывая довольно сложные и противоречивые внутриплеменные и межплеменные отношения, имевшие место на Северном Кавказе в отдаленные времена, вполне вероятно предположить, что исторические Орстхай-Карабулаки могли запечатлеться в памяти народа как люди суровые и мужественные. Возможно, что синхронные рассказы о набегах и грабежах сильного воинственного племени Орстхаев-Карабулаков в ретроспективном восприятии народа смешались с древними эпическими образами. Тогда-то в процессе эпизоцеи Орстхайцеи могли внедриться в эпические сказания, превратившись в героическое богатырское племя. Источник, книга, У. Б. Далгат. Героический эпос чеченцев и ингушей. Про воинственный характер Орстхайцеев, Карабулаков, историк И. Л. Бабич в своей статье пишет: к 1850 году Карабулаки вошли в состав России, но при этом отказывались платить России подати, которые выплачивали другие народы Северного Кавказа после принятия ими покорности, в результате их содержали на государственные деньги. Карабулакский участок включал в себя 1500 семейств карабулаков. Производимые ими грабежи и убийства вызывали необходимость содержать в казачьих станицах регулярные войска на усиленном довольстве. Требовалось иметь управление собственно участком, канцелярию, охрану, штрафы участкового начальника и других работников. Все это обходилось правительству, как отмечено в архивном деле, в 19 тысяч рублей. Русские власти вычислили, что каждая карабулакская семья стоила российской казне 12 рублей в год. С точки зрения российской администрации дешевле было выселить карабулаков, чем содержать. Как удалось так быстро уговорить карабулаков? У нас нет об этом сведений. Известно лишь одно, что в это время стали широко распространять слухи, что карабулаков-мусульман будут насильно христианизировать. В результате переселения в 1865 году удалось избавиться от самой беспокойной части населения, в том числе и карабулаков, слывших за отъявленных разбойников, нападавших постоянно на второй Владикавказский полк, одного из главных карабулакских абреков, наиболее яро боровшихся против России, Астемира, отправили в Турцию с первой же партией. Любопытно, что в 1830-1840-е годы часто чеченские отряды, воюющие против России, возглавляли карабулакские харизматические лидеры. Повторим фразу военных: много доблести и масса денег потрачены на обуздание и усмирение карабулакского племени, хотя и малочисленного, но по географическому положению своему и крайне хищническому складу, представлявшего огромные затруднения на каждом шагу. Эмиграция одного из народов Северного Кавказа, карабулаков, может рассматриваться в контексте российской политики в регионе как принудительно-добровольная.
Этот же характер механизма переселения был свойственен и другим народам Северного Кавказа. Но были и отличия. Если другие народы региона были выселены лишь частично, то карабулаки – почти полностью. В результате произошло исчезновение одного из народов с этнической карты региона. Такая же участь постигла некоторые народы западных адыгов, например, убыхов. Источник, статья И. Л. Бабич. Переселение карабулаков в Османскую империю в контексте российской политики на Северном Кавказе. В целом, как можно видеть из всех только что приведенных научных данных в этой работе, вашандарой, акинцы, орстхой не только тесно связаны генетически, но и схожи характерами. Что же касается происхождения орстхайцев от акинцев, как записала Далгат про чеченское предание, то, как известно, в Чечне. Более конкретно чеченские предания гласят, что где-то в 15-16 веках от горных акинцев спустилась их часть. С течением времени они включали и другие части разных нахских тайпов, так образовался Тукхум Орстхай, основное ядро формирования которого составили горные акинцы. Чеченский же историк Руслан Арсанукаев в своем видеотруде сообщает, первичное формирование орстхайцев карабулаков составили выходцы из Галанчожского ущелья. Это тайпы Айк-Кии, Нашхой, Мержи, Цеечи, Галай. Источник YouTube, Wine History, видео расселение вайнахских этнографических групп в 18-19 веках. Стоит добавить, что часть орстхайцев сегодня называет себя ингушами, часть чеченцами. Многие орстхайцеи в то же время не относят себя ни к чеченцам, ни к ингушам. Они называют себя отдельным орстхойским народом, со своим собственным историческим путем. Здесь стоит добавить, что Галанчожское ущелье – это древняя историческая чеченская территория, которая и в современные дни входит в состав Чеченской Республики. А «Атлас истории средних веков» сообщает нам, что на Кавказе в 17 веке Чечня, с одной стороны, простиралась до Каспийского моря, лишь не охватывая город Дербент, с другой стороны, Чечня простиралась аж до самой Кабарды, полностью охватывая современную Ингушетию и Северную Осетию-Аланию, названий которых даже не существовало в то время на карте. Источник «Атлас истории средних веков». Галкович Б.Г. 1951 год. Страница 55. Таким образом, исходя из всех данных, мы видим, что ядро происхождения орстхайцев – чеченское. Примечательно, что чеченский историк Ат-Сулейманов в своей книге пишет: «Мазарга – развалины общества Нашха. Аул входил в общество Айкха. Из Мазарга вышли все равнинные айкки, ара-айкки. Имеют несколько вариантов названий – Карабулаки, Ауховцеи, Орстхай, Балый». Источник книга А. Сулейманов. Топонимия Чечни. Нальчик. Издательский центр Эльфа. 1997 год. Глава «Микротопонимия Тистархай». Выходит, если нашхойский аул Мазарга входил в общество Айкха, можно допускать, что нашхойцы по сути те же акинцы под другим названием. Приведем еще научные данные про Вашандарой. Чеченский научный сайт Грозный Информ сообщает в статье про родовое село Вашандарайцев Дуба-Юрт следующее. Дуба-Юрт, легендарное чеченское село, находится близ знаменитых Волчьих ворот у самого входа в Аргунское ущелье. В месте нынешнего расположения села не раз проходили жестокие сражения между чеченскими отрядами и полчищами среднеазиатских завоевателей Чингисхана и Тамерлана, кровопролитные бои в период Кавказской войны и в гражданскую войну между добровольческой армией генерала Деникина и большевиками. Во время двух военных кампаний, особенно во второй, Дуба-Юрт был разрушен почти на 100%. Аргунское ущелье является одним из самых больших по протяженности ущелий Кавказа. Оно находится в самом сердце Чеченской Республики. Вход в Аргунское ущелье – стратегически важный пункт и называется Волчьи ворота. Во все времена владение этим пунктом считалось наиважнейшей задачей для завоевателей. По разным данным, селение Дуба-Юрт было основано в 1859 году бывшим наибом имама Шамиля Дубой-Джукаевым. Дубово-Шандароевский. Со временем село расширилось за счет чеченцев из числа представителей чеченских тейпов, таких как Гендаргный, Сатай, Пхантай, Вашандарой, Келой, Тумсой, Варандой, Гатай, Мяршей, Хакой, Нихалой и других. Выходцы из этого села принимали участие в Великой Отечественной войне,
Есть ветераны Афганистана и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, прославленные спортсмены, в числе которых Заур Касумов, чемпион мира по рукопашному бою. Источник – сайт Грозный информ, страж Аргунского ущелья, селение Дуба-Юрт. Что же касается связей с аланами, о которых в исторической науке давно идут жаркие споры, то снова обратимся к научной статье, где записано интервью чеченского ученого и руководителя чеченского ДНК-проекта Пахрудина Арсанова. Пахрудину говорят: благодаря тебе была выявлена генетическая связь с аланами, жившими примерно во II веке на территории нынешней Северной Осетии, чьими родичами оказались чеченцы, проживающие в Чечне, что противоречит официальной научной теории, что нахи не имели отношения к аланам. Арсанов отвечает: да, благодаря двум глубоким тестам, Биг, Y, у двоих участников чеченского проекта удалось выявить это родство. Это чеченцы из Шоной. Я всегда говорю, что все эти аланы, гунны, хазары, скифы и прочие бывшие народы были сообществом разных по содержанию и происхождению групп. Это, к примеру, как нынешняя Российская Федерация. Уверен, скоро найдем аланов и J2, и J1, и L3 и так далее. Источник – статья интервью Пахрудина Арсанова о чеченском проекте ДНК. Из этой информации, по крайней мере, мы можем допускать, что в древности чеченское население имело прямое отношение к аланам, возможно также, что Тукхум – военно-политическое объединение, Шатой, куда входит Тайп-Вашандара и другие, могли быть в древности каким-то аланским военным объединением. Даже не исключено, что часть их могла быть предками осетинского народа до его иронизации. Касаемо аланского наследия Вашандар-Ицеев, есть и свидетельство пребывания аланского следа в родовом селении Вашандар-Ицеев Дуба-Юрте. Марковин Владимир Иванович, советский и российский археолог, доктор исторических наук, писал в своей книге следующее: «Селение Дуба-Юрт хорошо известно историкам-кавказоведам. Здесь, у слияния рек Чанте-Аргун и Шаро-Аргун, у входа в Аргунское ущелье, в 1936 году был обнаружен интересный могильник в виде небольших искусственных подземных пещерок-катакомб. К каждой из пещер ведет длинный коридор, дромос. К сожалению, некоторые из катакомб еще в древности были ограблены. Однако археологу А.П. Круглову удалось установить, что в катакомбах было захоронено по нескольку человек. Возле скелетов были найдены глиняная посуда, игральные кости, альчики, перламутровые бляшки. Они напоминают цветок ромашки, бронзовые браслеты, сережки и масса других вещей. Особенно интересен один предмет – бронзовая ажурная бляха с изображением крылатого коня. Могильник усиления Дуба-Юрт оставлен сарматским ироноязычным племенем Алан. Аланы были достаточно воинственными. Сохранились сведения о том, что в 60-70-х годах нашей эры они предприняли поход в Армению и в Мидию. К их армии, по словам армянского историка Моисея Харенского, примкнули и горцы. Путь их проходил по Дарьяльскому ущелью. Источник – книга Марковин В. И. В стране войнахов, 1969 год. Единственное, что здесь следует добавить, что аланы были в том числе нахоязычными. Например, чеченский историк Хизрев в своей статье пишет: «Нет сведений о пришлой природе алан». Наоборот, источники называют их рожденными на Кавказе. Гай Соли Аполлинарий Сидоний. В осетинском языке сохранились все гортанные звуки чеченского языка, что еще раз подтверждает кавказское происхождение осетин и чеченский субстрат осетинского языка. Антропологический материал также доказывает, что осетины, балкарцы и карачаевцы такие же чистые кавказионы, как и чеченцы. Единственный текст аланского языка, дошедший до нас на Зеленчукском надгробии и считавшийся ираноязычным, осетинским более удачно расшифровывается с чеченского языка. Источник – статья Хаджи Кизрев. К вопросу о чеченцах в древности и средневековье. Таким образом, к примеру, из данных Марковина и Хизрева, мы можем допускать, что были аланы как ираноязычные, так и чеченоязычные. Касаемо же осетинского народа, его кавказского, кавказионского, антропологического типа, но его иранского языка,
Вполне возможно допускать, что часть кавказских алан, находясь в долгом общении с иранскими аланами, могла попросту утратить свой язык. Скорее всего, горцы разных народов могли вступить в союз с аланами и образовать аланское государство на Кавказе. Вашандарайские же аланы были явно чеченоязычные, в этом нет сомнений. Чеченская генетика Вашандарой ставит в этом вопросе точку. Вообще, осетинским историкам, на наш взгляд, давно уже следовало бы искать их аланские корни не в иранских далеких просторах, а в кавказских, в частности чеченских. По крайней мере, про чеченские корни осетин Дигорцеев мы можем говорить достаточно уверенно. Известный чеченский историк Амин Тисаев на известном YouTube-канале Асланбека Истайпа Эрсиной, который называется «Клуб российских изобретателей», объяснил следующее: дигорцы генетически очень близкие чеченцам. Это правда, это так. А чеченский историк Амин Ангуни в своей книге писал: «Дигарой, дигорцы, были частью военной нахской касты Орстхай. Как и подобает военному крылу, символом Орстхайцеев был горный орел. Они состояли из множества родов, таких как Цеечей, Елхарой, Дигорой, Галгай, Балхарой, Гажарей, Мержей и многих других. Между обитателями равнины, собственно Орстхайцеами, жило общество Нашхой, одно из самых выдающихся обществ, которое хранило очаг нахов». Источник: книга Амин Ангуни. Государственность народа Новчий, Алани Жарга. В Дигории также много схожих и фамилий с чеченскими. К примеру, если взять дигорские фамилии из научного труда Афак Алиханович Гецеаев. Происхождение фамилии Дигорского ущелья, Владикавказ, 1999 год. То мы видим дигорско-осетинские Баграевы, чеченское Бараевы, дигорско-осетинские Байсангуровы, чеченское Байсангуровы, дигорско-осетинские Басиевы, чеченское Басаевы, дигорско-осетинские Бикмурзовы, чеченское Бикмурзаевы, дигорско-осетинские Бисаевы, чеченское Басаевы, дигорско-осетинские Безровы, Базровы, Бузаровы, чеченские Берзоевы, Бикмурзаевы и так далее. Эти фамилии показывают просто поразительное сходство. Мы, конечно, не будем приводить их целиком, это займет много времени. Отрывок из книги про эти фамилии можно найти и по опубликованной статье в интернете. Часть книги опубликовал Руслан Тавитов на осетинском научном сайте. Просто в поиске напишите «Указатель дигорских фамилий с их русскими формами». Руслан Тавитов. Все эти данные в целом говорят про большие и глубинные связи чеченского и осетинского народов, что снова намекает нам на чеченский субстрат осетинского народа до его иранизации. Интересен и другой момент касаемо гаплогруппы G2. Как общеизвестно в целом, в грузинском ДНК-проекте Family Free DNA, Georgian DNA Project, как и в осетинском ДНК-проекте Family Free DNA, Ossetian DNA Project, видно, что там преобладает, доминирует гаплогруппа G2. Она, как вы поняли, в меньшей степени есть и в чеченском ДНК-проекте Family Free DNA, Чечено-Овче DNA Project. Осетины G2 – это Басаев, Кусаев, Марзоев, Галоев, Уртаев, Макоев, Бязаров, Дударов, Бекузаров, Габараев, Рамонов и другие. При просмотре грузинского ДНК-проекта, касаемо какого-либо глобального дерева гаплогруппы G2, можно видеть, что там многие сваны, чеченцы, осетины, находятся в одном дереве, что говорит про их серьезные родственные связи, если говорить про дерево гаплогруппы G2. К примеру, смотрите G2, A1, 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 A, F, G, C, 750 полностью глобальное дерево. G2, A1, 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 A, Z, 6692 полностью глобальное дерево. Выходит, нельзя исключать и то, что какая-то часть чеченцев могла продвинуться из Грузии. Кстати, о проживании в Грузии в древности чеченских обществ писал известный грузинский, российский и советский востоковед и кавказовед, филолог, историк, этнограф и археолог Николай Марр. Он писал: «Не скрою, что в горцах Грузии, вместе с ними в Чивсурах, в Шавах вижу огрузинившиеся чеченские племена». Источник: книга Николай Марр. К истории передвижения ефетических народов с юга на север Кавказа. Сваны в Грузии известны своим сложным характером, особенно разборками, большим количеством кровной мести и так далее.
Со сванами, как видно, родство прослеживается и у чеченцев G2. Мы считаем, что это явление может быть связано с тем, что в древности чеченские общины жили в горах Грузии и были подвергнуты грузинизации, как подметил Мар. Не исключено, что у сванов чеченские корни. А остальное, конечно, покажет время. Друзья, это, конечно, лишь малая часть истории Тайпова-Шандарой, хоть мы и старались привести информацию пообъемнее. Мы надеемся, что кто-то узнал для себя что-нибудь новое, а также, что чеченским историкам эта информация сможет помочь хоть чем-нибудь в их нелегком труде. Всем спасибо за внимание, берегите себя.